Магомед Мальсагов хочет, чтобы подрастающее поколение знало больше о культуре и наследии нашего народа. Смотря эфиры на образовательные темы на различных платформах, ему пришла идея проекта. В нем он запустит подкасты. Это новый формат, который можно легко послушать, занимаясь другими делами. Получение гранта поможет ему принести пользу обществу. Проект направлен на снижение безграмотности и повышение уровня информированности молодежи в сфере культуры посредством проведения 15 подкаст-эфиров. Охватывает сферу медиа и культуры. Для молодежи это хорошее подспорье для изучения быта, культуры своего народа. Исрапил Сычоев 2 года подряд выигрывал грант. Он активно участвует в жизни республики. Первый его проект был на медийную тематику. Сейчас же его специальность – экология. Исрапил расписал свою идею при поддержке сотрудников Коммолодежи. С ними же он подготовил презентацию и успешно защитился, получив сертификат на 400 тысяч. На данный момент реализация проекта находится на стадии разработки. В мае этого года планируется запуск. Мы хотим очистить 2 загрязненные территории в сельском поселении Акиюрт и Средние Ачулки путем проведения по 10 субботников на каждой из этих территорий. После уборки мусора мы хотим туда посадить по 100 деревьев. Комитет по делам молодежи активно продвигает грантовую программу, так как это отличная возможность проявить себя и внести свою лепту в развитие региона. Гранты выдают в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Конкурс действует для некоммерческих организаций, физических и юридических лиц. Ограничения по возрасту от 18 до 35 лет. Защитить свой проект можно очно и заочно. Прием заявок принимается за месяц до защиты. Столько же времени дается на его подготовку. Росмолодежь формирует экспертный состав. Необходимо также отметить, что эксперты, которые оценивают эти проекты, не жители Северного Кавказа. То есть это принципиальная позиция. Если, допустим, конкурс проходит на территории СКФО, члены комиссии не могут быть проживающими в том или ином регионе СКФО. То есть это люди, приезжие из других регионов. В 2024 году начинается новый грантовый сезон. Комитет по делам молодежи оказывает помощь желающим, привлекая все имеющиеся ресурсы. Это большие помещения, где ребята могут прийти в любое время и провести мероприятие численностью до 110 человек, и консультации, на которых ответят на все вопросы. Самых перспективных передадут федеральным экспертам для дальнейшего обучения. Для тех, у кого нет возможности выехать за пределы Ингушетии, есть шанс поучаствовать в заочном конкурсе. Никуда не нужно выезжать, человек просто подается с персонального компьютера заявку и ждет результатов. Таких конкурсов в этом году будет минимум 4. Это 2 конкурса среди физических лиц, которые позволят выиграть до 1 миллиона рублей. Это конкурс среди некоммерческих организаций. В этом направлении, к примеру, у нас в прошлом году был один из самых лучших результатов по СКФО. Более 6 миллионов, если я не ошибаюсь. Грантовый конкурс проходит ежегодно во всех регионах Северного Кавказа. Более 600 победителей прошлого года уже реализовали свои идеи. Сейчас же стартовал конкурс для физических лиц. За один день объявления свои заявки подали уже 30 человек. Планка в этом году задействует более 100 участников. Дополнительную информацию можно получить по QR-коду. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.